Ассаламу алейкум, приветствую всех на канале Инновации горизонтальных связей. Я Хусейн Чахки. Короткое видео о этимологии термина галай. Приводится в основном две этимологии термина галая. Традиционно это или что галай исходит из жителей башен галай, или там от слова калканцы, щитоносцы там у нас. Я считаю, что эти обе этимологии неверные. Этимология слова галгай происходит от понятия башенный хребет. Галгай. Если вы посмотрите на сердце Ингушетии, местность, откуда произошли все галгаи, и я считаю большинство вайнахов. Эта местность, расположенная в горной теснине между хребтом, боковым хребтом, основным Кавказским хребтом, и этим хребтом, который называется Гаи. Гаи — это хребет Гаи. В этой долине, по этому хребту, расположена основная масса ингушских башен. Она усеяна, этот хребет усеян башнями, и, соответственно, данная местность, эта местность, она называется Гал-Гаи. Этот идет Гаи, по которому расположены фактически все ингушские башни. Да, отсюда происходят, уже спускались на равнину, которые какие-то на восток, расселение вайнахов. Но этимология слова производится этот Гаи и башни. Башенный хребет. Ал-Гаи. Это местность. Кстати, о том, откуда расселялись, как. То, что у нас имеется в истории, это есть книга Картлиц Хавреба «Жизнь картлийских царей», в которой примерно 900 лет назад грузинский монах Леонтий Мравелий обобщил всю имеющуюся на тот момент информацию о истории Кавказа. И касаемо наших предков, он говорит, что, в частности, там со слов хазарского царя, что основное потомство Кавказа я вырезал, небольшая часть, возглавляемая одним из благородных сынов Кавказа Джурджуком, пересекла реку Ламехи и укрылась в горной теснине. Ламехи — это старое название Терека, вайнахское старое название древнее, которое грузины ее тоже называли Ломехи. Здесь есть Армхи, а это называлось Ломехи, а она записана Ламеки там. То есть изначально до периода примерно 1500 лет область Даймок, она называлась здесь западнее и занимала равнину в основном. После нашествия хазар, исходя из книги Леонтия Мравели, имеющейся информации, под давлением хазар, которые уничтожили основное количество протовайнахов, небольшая часть под предводительством Джурджука пересекла здесь, в этом районе, реку Ламехи, Терек, здесь пересекла и укрылась в данной горной теснине, которая называлась Галгай. Тут, кстати, есть исторические материалы, где упоминается, что эта область находится между двумя хребтами Гал и Гай, тоже такое есть. То есть Гай, название этого хребта присутствовало. Собственно, из этого в ингушском языке есть два слова, обозначающие родины. Это Даймок, это непосредственно изначально территория, которая находилась западнее Терека, и Дяр-Истия — это территория, которая
переводе обозначает, если терек это был дар, дар, истия, это вот непосредственно куда переселилась основная масса на окраину, то есть это считалось окраина удела. На окраину удела переселились. Вот так коротко. И это обращаюсь к вниманию ингушских историков, этнографов, чтобы повнимательнее рассмотрели данную этимологию, потому что приводимые вот до сих пор жители башен там и щитоносцы, они на самом деле не лезут ни логически, ни практически, эти этимологии не лезут ни в какие ворота. Термин же Галгай, он без каких-либо искажений обозначает географию и родину ингушей. В общем, на этом пока все. Ассаламу алейкум. Всем.